Здравствуйте, уважаемые члены экспертной комиссии и слушатели. Меня зовут Макаров Павел, я ученик 6 Б класса школы номер 7 города Якутска. Тема моей исследовательской работы называется «Влияние интерактивного общения на письменный речь учащихся школы номер 7 города Якутска». В современном мире сеть интернет стала средством общения для многих людей. Быстрота и доступность связи между пользователями позволили использовать интернет не только как инструмент познания, но и как средство для общения и развлечения. Посещая различные сайты, форумы, чаты, общаясь по электронной почте, мы заметили, что в виртуальном пространстве слова русского языка часто употребляют не по правилам. Тексты пишутся на скорую руку и выглядят одинаково с орфографическими ошибками, без знаков препинания, часто без прописных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками. Очень часто встречаются непонятные слова, появляются смайлы, искажается орфография, пунктуация. За эти годы выработался особый язык сленга, так называемый язык интернет-общения. Актуальность. Особые формы общения в социальных сетях в современное время негативно влияют на речь учащихся, на умственные способности и психологическое состояние личности. Орфографические ошибки, орфографические ошибки становятся привычными и является к снижению грамотности. Такое свободное обращение с русским языком непростительно для развитого общества. Современный русский литературный язык нуждается в защите и бережном отношении к нему. Цель работы – показать, что социальные сети негативно влияют на грамотность учащихся и ведут к снижению устной и письменной речи. В соответствии с поставленной целью предлагается решение следующих задач. Первое. Посетить наиболее популярные интернет-сайты, на которых общаются ученики школы. Второе. Исследовать отношения подростков на выявленную проблему и провести опрос. Третье. Рассмотреть часто употребляемые учащимся сленговые выражения и сокращения слов. Четвертое. Раскрыть отрицательные факторы влияния социальных сетей. Пятое. Составить по результатам опроса словарь сленгов. Гипотеза. Использование особых языковых средств при общении в интернете негативно сказывается на речи учащихся, снижает грамотность и культуру общения между подростками. Объект. Материалы интернет-сайтов, речь моих одноклассников, учащихся школы номер 7. Предмет. Слова и выражения, используемые подростков для общения в социальных сетях и допускаемые ими ошибки. Методы. Работа с литературой, интернет-ресурсами, сбор информации. Наблюдение, беседа, анкетирование и анализ. Новизна заключается в том, что данное исследование является своего рода призывом не только для подростков, но и для взрослого населения. Хочется, чтобы люди задумались над тем, чтобы беречь наш язык и не поддаваться влиянию сленга в общении в социальных сетях. Практическая значимость заключается в том, что результаты данного исследования будут полезны не только как учащимся, так и им родителям с целью сохранения языка. Материал следует использовать как на уроках русского языка, так и в внеурочной работе по предмету. В первой главе мы рассмотрели роль интернета в общении людей и изменения в русском языке под влиянием общения в социальных сетях. Особенности общения в интернете состоят в следующем.
доступность, легкость поиска, анонимность, возможность создания собственного образа. Во второй главе представлено влияние социальных сетей на письменную речь учащихся. Сюда вошли результаты опроса учащихся школы номер 7. Основные аспекты влияния социальных сетей на язык и им пользователей. Для получения более объективного представления о взаимодействии русского языка и сленга мы провели анкетирование среди учащихся школы номер 7 города Якутска. Всего было опрошено 36 учащихся из 6 классов. Были представлены следующие вопросы. В ходе исследований мы выяснили, что социальные сети скорее отрицательно влияют на речь учащихся. Конечно же, в такой форме общения есть и положительные черты, но проводить время в интернете опасно не только для речи, но и для здоровья, и психики тоже. А подростки начинают использовать сленг не только работая за компьютером, но и в повседневной жизни. В языке используется множество иностранных слов, а большинство учеников вместо чтения постоянно общаются в интернете. По результатам социологического опроса в форме анкетирования среди учеников 6 и 11 классов школы номер 7 можно уверенно сказать, что сеть интернет активно используется среди них. Все ученики посещают социальные сети для различных целей. Основные из них – общение с друзьями и поиск материалов для учебы. Наиболее популярные интернет-сайты – это WhatsApp и Instagram. Они умело используют сленговые выражения и сокращения. Сетевой язык употребляют большинство подростков. Таким образом, можно сделать вывод. Современные подростки выражают свои мысли быстро и эмоционально, не обращая внимания на грамотность. Также я узнал достаточное количество сленгов и сокращений, хотя сам ими не пользуюсь. По результатам опроса мы составили словарь сленгов, используемые сокращения в социальных сетях. В дальнейшем буду дополнять наш словарь. Также в планах провести анкетирование среди учащихся другой школы города Якутска и провести анализ между школами. Анализируя влияние сленга на лексику, мы выделили отрицательные аспекты. Отрицательные стороны интернет-общения. Первое. Общение в интернете оказывает на речь современного подростка отрицательное влияние. Ребята привыкают к неправильной речи, начинают использовать сленговые выражения не только тогда, когда работают за компьютером, но и в повседневной жизни, оформляя записи в тетрадях, общаясь между собой, разговаривая с учителями и родителями. Второе. В речи подростков появляется много иностранных слов, которые употребляются без перевода. Третье. Интернет-общение содержит много нецензурных фраз. Для решения этой проблемы мы думаем, что можно организовать в школе кружок «Забытые правила в социальных сетях», где можно проводить различные конкурсы на грамотность и мероприятия. Организаторами могут быть волонтеры, то есть ученики. Спасибо за внимание.